Газиз һәм мөхтәрәм кардәшләребез, шушы Рамазан һәм дә Курбан гаетеннән дә югары дәрәҗәле булган һәм дә мөһимрәк булган көнне хөрмәтләп килгән. Инде киемне паклаганнан соң җан, тәнне, күңелне, йөрәкне паклый килгән кардәшләр, бүгенге җомгабызда Хуббул ватан минал иман дигән пәйгамбәрнең сүзе хакында сөйләп барачакбыз. Есть предложение Хуббул ватан минал иман. Муфти Хазрат сказал, что он хадис, другие говорят, что это не хадис. Хуббул ватан минал иман означает любовь к родине от веры. Как рассказал муфти, который отвечает как в этом мире, так и в мире вечном, так как он имеет степень давать фетву, он сказал, что это хадис, любовь к отчизне, к родине от веры. Но нам это доказать легче, так как если вспомним годы войны и вспомним правителя, то мы видим открытый ответ, где правитель был не мусульманин, а защищали родину наши родители, отцы, бабушки, дедушки, мусульмане. То есть здесь уже можно подумать, почему наши отцы, мусульмане, подчинились не мусульманину. Так как мы знаем, в России, как во время Абу Бакра, Умара, Усмана и Али, не было таких мусульманских правителей. Даже если ты говоришь, что кто-то принял ислам, то ли слухи, то ли правда, но факт, то, что не был правитель мусульманином, а наши отцы подчинились. И возникает вопрос, они подчинились по какой причине? Вариант А, их заставили, вариант Б, они выполнили хадис пророка. Или же вариант третий, они выполнили предложение, которое хадисом не является, а является выдуманным. Значит, они все, а их было очень много, поверили в выдуманный хадис. Вот такие два варианта для людей, размышляющих. Ватан, хуббуль ватан миналь иман, любовь к ватану от веры. В исламе ватан делится на три вида: ватан асли, ватан сукна и ватан икамат. Это означает там, где ты вырос или же женился, замуж вышла и живешь в этом населении. Вот это называется ватан. То есть город это или деревня, это называется ватан. Но если поехал на несколько дней больше 90 километров, то есть получается мусафир, путник, это является ватан уже временным только. Там уже намаз сокращается, но все равно в исламе это называется ватан. Ватан сукна, ватан икамат. Когда выехал за 90 километров и остался больше 15 дней, то это тоже называется ватан. То есть, хочу сказать, что в исламе, в науке фикх, есть такая тема про ватан. Три ватан. Асли, сукна и икамат. Альхамдулилля, мы воздаем хвалу Всевышнему, как и Он нас учит. В суре Фатиха первое слово – это хвала Всевышнему Творцу. Мы восхваляем Его, что у нас есть, альхамдулилля, вера, что мы верим. У нас есть разум, альхамдулилля, руки, ноги и мир над головой. Но из-за отсутствия знаний, а именно религиозных, человек теряет самое главное в жизни. Это как раз таки термин ватан. Вот сейчас, если взять статистику и спросить у людей,
соблюдающие мусульмане и не соблюдающие мусульмане только верят, а руки, ноги не доказывают, что он мусульманин. И вот образуются у нас две категории. Доказывающий, что он мусульманин, и второй не доказывает. Только язык говорит, что он мусульманин, так как руки, ноги не читают ни намаз, ни пост, ни закат, ни хадж. Но главное, что он говорит, я мусульманин. И вот таким образом у нас образуются две категории. И вот вторая категория, которая говорится мусульмане на языке, они со словами «Зачем нужен ислам?», «намаз?», и этим и завершается у них перед глазами термин «ислам». То есть они думают, что ислам – это вот намаз. И что же они теряют? Они теряют вот этот термин «ватан». Сейчас, если вот взять у подрастающего поколения, то при малейшем удобном варианте они сразу могут убежать за рубеж и там жить. Потому что действительно там хорошо, говорят. Действительно там хорошо, да. Может, у нас нехорошо, тоже верно. Что это нам дает? Это нам дает сильный характер или слабый характер. То есть человек, который здесь, когда он должен, обязан сделать мир лучше, он что делает? Ищет мир лучше, нежели самому сделать мир лучше. Этот главный элемент мы видим, как она уходит. А если спросить у школьников, не то что любовь к родине, а вообще родину, зачем школьники? И у взрослых, если спросить, у них понятие родина означает, что это Москва, ну или Путин. Это называется родина. И если разбирать тему хорошая страна или плохая страна, сразу говорят, Москва виновата, Москва. То есть получается, родина это Москва, хотя мы живем вроде бы в Башкортостане. Что образуется? Образуется вот такое разделение внутри нас, что я это не родина, я это даже не знаю я кто, но главное я знаю, что родина это вот там вот управляющий город, управляющие люди и управляющий дом белого цвета. И это и есть нарушение ислама, это и есть грех, так как человек забывает основу, это ватан, забывает, как мусульмане защищали свою родину, Мекка, Медина и разные города, как они воевали, как образовывались амияды, аббаситы, Османская империя, от которой до сих пор осталась польза. До сих пор благодаря им остались вещи, которые делал пророк. Если вот мы свои ошибки не видим, мы можем посмотреть в Мекку. В Мекке мы видим, что то, что было присуще пророку, его больше уже нету. Там, где он родился, превратили в библиотеку. Там, где он жил с Аишей, тоже колодец был знаменитый от Абу Бакра, Умара, тоже. То есть постепенно что делается? Уничтожаются вот такие важные элементы. Ну, как мы там видим, за рубежом это физические элементы, которые мы видим глазами. У нас же мы этого не видим или видеть не хотим, но самое главное это внутри. Внутри стержень, где говорится, что надо любить Родину и защищать Родину, как защищать честь, семью. И это является признаком, что человек верит, действительно, что он верит. И также, альхамдулилля, радует, что хоть как-то помнят, что была война, и что была победа, и дарят подарки. И здесь мы видим, как сатана работает и говорит через людей, что этого праздника в исламе нет, что подарки дарить нельзя, и разные такие вот образуются законы.
Как уже было сказано, ватан есть, ватан асли, ватан сукна, ватан икамет. Это есть в исламе. Что же касается то, что человек отмечает данный день, то ни в Коране, ни в хадисах нету запрета на это. Никто не может предоставить из книги, открыв Коран, что это запрещено. Никто не может это показать или же указать. Единственное, что в Коране написано, который был прочтен до вагаза, «Та'авану аля аль-бирри ват таква», собирайтесь, будьте вместе, помогайте в богобоязненности, но не в грехах. Вот этот аят есть, да. То есть, если люди собрались, чтобы совершить грех, тогда верно, в Коране есть такой аят, «Ля та'авану», Аллах говорит, «ля» отрицает, запрещает, «ля» говорит, нельзя. Нельзя собираться, нельзя объединяться в грехе. Но «та'авану аля аль-бирри ват таква», но собирайтесь в богобоязненности, в добре, говорит Всевышний Аллах, это приказ Всевышнего Творца, будьте вместе, объединяйтесь. Что и мы делаем в этот день. Объединяемся. Кто имел заслуги отца или дедушки, показывает и вспоминает. В этом есть только добро, чтобы люди помнили, что у них есть Родина, и что его защищали. И как мы сейчас видим, если раньше защищали мечами и оружиями, то сейчас растет защищать сначала языком. То есть мы видим, как Родина рушится, начиная от языка. Родился ребенок, не знает своего родного языка. И дальше больше идет разрушение. Поэтому по исламу человек должен учить как термин «родина» и термин «любить». И главное – это язык. И тоже мы видим, когда было и будет 9 мая, тоже люди больно не спешат на площадь, говорят, а что там потерял? А действительно, что потерял? Много потерял, и много потеряешь. Когда ребенок увидит папу, который является образцом, урнек, будет не урнек, а будет урдек. И когда папа умрет, сын не то, что вспомнит про Родину, забудет про него, дуа делать, что является целью того, что мы воспитываем и всю жизнь отдаем детям. Цель одна, чтобы они за нас молились после смерти. Если не они, кто за нас будет молиться, кто будет читать Коран и кто будет помнить все эти ценности. Поэтому в этот день также хадис, который мы читали, хадис пророка, есть хадис пророка про подарки, есть хадис, по-арабски это называется хиба, и пророк говорил, что нужно дарить подарки, опять же является, как видите, не просто запретом, а наоборот поощряемым дарить подарки. И вот особенно сегодня, когда дарят подарки, наоборот, надо вспомнить хадис пророка и радоваться, наслаждаться, удовлетворяться тем, что я могу выполнить данный хадис. Я радуюсь тому, что мне подарили подарок на День защитника Отечества. И это не просто против хадиса, это наоборот называется, что человек выполнил хадис, так как пророк об этом говорил. Дарите подарки. И он сам дарил, и сам брал подарки. И если даже вспомнить про подарки, когда он элементарно шел и взял мисвак, чтобы чистить зубы, он ровный, красивый подарил другу, себе взял кривой. А сподвижник рядом идущий сказал: о пророк, вы более достойны красивого и прямого. Это возьмите, а мне кривой. А что пророк говорит: нет. Я должен дарить именно то, что мне нравится. Об этом есть тоже хадис, где пророк говорит: любите для других то, что любите